12 декабря 2019 года Москва простилась с Юрием Лужковым. Это прощание, как и сам бывший московский мэр, было масштабным и трогательным одновременно. Символично, что провожали большого политика и патриота в День Конституции России. И еще более символично, что гражданская панихида была организована в храме Христа Спасителя. В том самом храме, строительством которого сам Юрий Михайлович и занимался, и по праву гордился этим. Личность Юрия Лужкова никого не могла оставить равнодушным. Человек с неуемной энергией, строитель и созидатель. Его хватало на все и на всех, и, кажется, до всего ему было дело. Активно обустраивал столицу и лично занимался вопросами поддержки Крыма, шествовал над Черноморским флотом России. Это была в чем-то противоречивая фигура, но в то же время яркая, открытая и колоритная натура. Попрощаться с Лужковым пришли люди самых разных взглядов и профессий. От политиков и чиновников до артистов и модельеров. И, конечно, обычные москвичи. Люди не скрывали своих слез, от нас ушел действительно масштабный человек, политик и гражданин. Патриот, верный сын России и великий труженик. Где бы он ни работал, кем бы ни работал, с любовью и благодаря его природным качествам, с большим желанием выполнял любую работу. Юрий Михайлович всю жизнь трудился. И где бы ни трудился, какой бы отрасли, за что бы ни взялся, он добивался успеха. Человек был настолько реально простой, что ему не надо было рядиться в кепку, чтобы выглядеть простым. Что он помогал очень многим, абсолютно бескорыстно. И свои деньги там где-то давал, и пробивал там что-то. То есть он был реально популярной фигурой. И если уж говорить о личных впечатлениях, я же прекрасно помню Москву при Гаврииле Попове, да, не в упрек демократам будет сказано, но ярым совершенно демократом, такой вот весь из себя. Чтобы по улице Горького, но по Тверской теперь невозможно было проехать, все в колдобинах было, разбита была Москва, как после бомбежки какой-то, да, и какой она стала или начала становиться при Лужкове. Ну, нельзя не отдать должное, конечно. Достаточно простой вообще не был, улыбался, но если выступал, то выступал с вдохновением. Мы считаем, что выборы в Татарстане являются истинным индикатором будущих выборов президента России, когда свое слово скажут народы великой страны, заинтересованные в спокойном и динамичном развитии, а не в откате назад в коммунистическое прошлое. Несмотря на внешне добрый нрав и открытость, Лужков был, конечно, человеком отнюдь непростым и, как мы отметили, в чем-то противоречивым. Да и как иначе, простые политики в то сложное, противоречивое время в конце 90-х, начало нулевых в принципе не могли состояться, а Лужков состоялся, в первую очередь как успешный мэр Москвы. Крайне принципиальный и неуступчивый политик Лужков в конце 90-х инициировал создание движения Отечества. В это же время на политическом небосклоне России замаячило и другое сильное объединение, организованное первым президентом Татарстана Ментимером Шаймиевым и другими региональными лидерами «Вся Россия». Вскоре силы объединились в блок Отечества «Вся Россия», на базе которого в будущем появится партия «Единая Россия». Безусловно, для этого тоже нужно было обладать смелостью. На ура не поддерживали, и, я должен сказать, в то время и первые лица страны. Я это не чужих слов знаю. И когда мы создавали уже с Владимиром Анатольевичем Яковлевым, Муртазой Рахимов, партию «Вся Россия», мы многое, значит, слышали. Да и в наш адрес немало было критики. И в их адрес, потому что первыми они создали партию. Мы, какие бы сложности ни были, в политической и общественной жизни, всегда находили взаимопонимание, понимали друг друга. До сих пор, по сути дела, он был над ним этот
моего дня рождения в связи с 80-летием. До этого за год я был у него тоже на юбилее. Мы поддерживали дружеские, чисто человеческие отношения. Мне кажется, что они были очень близки друг к другу. Вот Ментимир Шарипович и Юрий Михайлович Лужков по восприятию мира и по представлениям о том, как в этом мире надо жить. Вот здесь их что-то роднило, да? И вот это вот и хозяйственная жилка, и склонность к тому, чтобы что-то там с руками поделать. Там. Он был от земли, он понимал экономику. До этого были теоретики. Вот были мэры, да, Казань, там по улицам мусор летал, да? А он сразу прибрал Москву, все привел в порядок, она стала реально столицей. Ну и Шаймиев по натуре такой же, он хозяйственник, как Минниханов, кстати, тоже, они от земли все. Ни один москвич равнодушен к нему не был. Все его знали, это уже интересно. И то, что он уважал Татарстан, Казань, это очень хорошо. Это говорит о том, что Татарстан Москва всегда выделяла. Это Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.